Наша ассоциация татаро-башкир Казахстана занимается вопросами татар в Казахстане. И у нас постоянно возникала одна и та же проблема. Проблема доступности татар, авторов, пишущих на родном языке, большим зрителям. Подумали, что хорошо было бы использовать современные технологии и сделать такое интернет-радио, в котором могли бы размещаться авторы не только с Казахстана, да, но татары всего мира, кто пишет на родном языке. Творчески ранимые люди, они не всегда бывают пробивными, и достучаться до Казани, до официальной татарской прессы не всегда им бывает удобно и возможно. 203 тысячи татар сейчас проживает. Орыша, казахша, да, потому что государственный язык в Казахстане это казахский, а русский язык – язык межнационального общения. Так прописано в Конституции. Представители этноса имеют право изучать свой родной язык и сохранять свой родной язык. Проблем очень много, потому что вот у нас есть воскресные школы, но их совершенно недостаточно. И мы сейчас вот думаем, да, и мы сейчас думаем, как это все исправлять, потому что, да, это прежде всего это наша вина, никто за нас это делать не будет. И я думаю, что вот как раз таки вот это радио, оно и будет способствовать к тому, чтобы было развитие родного языка. Татары – это по численности шестой этнос Казахстана. У нас во всех практически городах есть улицы Мусаджалили, Габдулы, Тукая. В Казахстане очень хорошо представлен тот же КАМАЗ, вертолеты, Оргсинтез, шины Кама. Три руководителя чаще всего упоминаются. Это мэр Москвы, мэр Санкт-Петербурга и президент Республики Татарстан. Есть устойчивая связь в сфере культуры с Республикой Татарстан. Мы напрямую контактируем с Министерством культуры. Когда у нас проходит Сабантуй, вот, который, кстати, скоро будет опять-таки, тогда, да, у нас по установленным нашим правилам мы даем заявку во Всемирный конгресс татар. Вот, они формируют там все списки и уже отдают Министерство культуры, где там уже идет распределение артистов из Татарстана, кто приезжает. Приезд артистов все за счет Татарстана. Да. Татарстанның үзәгендә Казанда милли университет булса ничек сезнеңчә? Ну, я думаю, конечно, потому что все равно родной язык, он должен оставаться. Это главное условие нации. Этот вуз, он был бы востребован из многих регионов, где компактно проживают татары. Потому что вот у нас, например, проблема с учителями в воскресных школах, потому что все они не по специальности. В лучшем случае это учитель русского языка, русской литературы. Советский Союз давал уверенность в завтрашнем дне. А это самое главное, наверное, для людей. Да? То есть планирование. Но вот вы можете быть уверенным, что будет с вами через 5 лет. А в советское время можно было быть уверенным.